Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. В Якутии всегда были свои особенности в работе медиков. Сложности добавляет огромная территория и транспортная разобщенность. Именно поэтому нашей республике важно идти в ногу со временем, развивать телемедицину, санитарную авиацию, повышать и совершенствовать уровень образования медиков. Но в марте 2020 года новая коронавирусная инфекция внесла дополнительные коррективы в и без того насыщенный график работы медиков-якутян. Как организована работа в оперштабе Якутии, на что делалась основная ставка в борьбе с инфекцией, также о том, как в Якутии делать медицину доступной каждому, сегодня расскажет министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Елена Борисова. Добрый вечер, Ирина Добрый вечер, Астраимовна. Ирина. Добрый вечер, телезрители. Ну и первый вопрос. Как сегодня Якутия борется с коронавирусной инфекцией и какие решения оказались самыми передовыми и правильными? Ну, уже, наверное, исходя после 1,5 лет работы в ковид, можно делать какие-то выводы и результаты. И надо отметить, что, конечно, республика пошла немножко другим путем, как вся страна, и это можно обозначить как, наверное, передовые. В первую очередь мы не стали задействовать стационары, если вы помните, и мы до сих пор пользуемся Северо-Восточным федеральным университетом и общежитиями других наших министерств образования, спорта, где размещаются легкие стационары. У нас создана трехуровневая система. Благодаря тому, что мы занимаемся ранней госпитализацией, мы стараемся не утяжелять пациентов, и только в случае крайней необходимости мы переводим их в ковидный уровень 2-го или 3-го центра. Это первое. Второе, мы не использовали скорую медицинскую помощь на выезд ковидным пациентам. Мы создавали специальные бригады при поликлиниках, и благодаря решению Алексея Сергеевича, вы напомнили, первое время, когда врачи у нас ездили на самых современных и новых машинах, в том числе с гаража ГИПа, да, и мы также продолжаем пользовать эту практику. И когда нам приезжали москвичи, удивлялись, что у нас нет очередей скорой помощи. Это нам позволило не снижать плановые работы. Мы одни из первых в стране восстановили их в августе прошлого года и после не закрывались, потому что у нас есть в мощности медицинских организаций, где мы проводим плановую экстренную медицинскую помощь. Третье, это, наверное, цифровые технологии. Ну, возможно, может, я по них чуть дальше расскажу. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю нашей программы можно прямо сейчас, позвонив по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить свой вопрос, сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру +7 914 235 0502. И у нас уже есть вопросы, которые присылают зрители, потому что мы днем дали анонс. Вот, здравствуйте, хотела бы узнать, законно ли заставляют вакцинироваться людей. Это добровольное дело. Ну, вот. Очень интересный вопрос, и, наверное, самый актуальный. Пиковость немножко его спала. Первое, постановление с главного санитарного врача вышло в мае, следующее было в июне, это 3-4 постановление, где как раз наделены правом главные санитарные врачи регионам при ухудшении эпидситуации устанавливать такие правила. В том числе это была такая массовая, добровольно обязательная вакцинация по определенным категориям лиц. И сегодня в рамках вот такой эпидситуации у нас действуют немножко другие законы, и это абсолютно правомерно. То есть по такому же принципу сегодня пошли многие регионы, и, возможно, даже сейчас ведет такую вакцинацию и Всемирная организация здравоохранения, сегодня разговоры об этом ведутся. Вот еще такой вопрос. Если я привился пиваком короной, могу ли я делать ревакцинацию другой вакциной? Сегодня нет каких-либо жестких правил в отношении того, что если ты привился первой вакциной, нужно повторить именно этой же. Поэтому можно ревакцинироваться абсолютно любой вакциной, которая имеется сегодня в доступности. Но правило одно: через 6 месяцев после окончательной, оконченной вакцинации. То есть первая, вторая доза, если это были двухуровневые вакцины, и через 6 месяцев отчитываем, пожалуйста, можно прийти на ревакцинацию. 6 месяцев со второй дозы. Да. То есть если я, вот, например, в феврале получила вторую дозу, то я прибавляю 6 месяцев и могу в августе уже идти на ревакцинацию. Абсолютно верно. То есть сдавать для этого на антитела не обязательно? Абсолютно нет. Антитела не нужны ни для первой дачи вакцины, ни для ревакцинации. Это немножко другие качественные показатели, которые не влияют и не показывают клеточный иммунитет, не говорит о вашем иммунном статусе, поэтому нет никакой необходимости сдавать антитела.
Мгм. А сколько человек в Якутии уже получило прививки? 270 тысяч, чуть больше 270 тысяч – это первая доза, 250 тысяч – это вторая доза. Но вроде бы цифры кажутся большими, но на самом деле это всего 45% от взрослого населения. А мы помним, что мы должны прививать 60% при любом эпидемиологическом процессе, а сегодня вообще есть установка до 80% взрослого населения подлежит вакцинации, учитывая вот такой резкий подъем, ну, так называемой третьей волны по стране, тем более, что сегодня на территории нашей страны и нашей республики циркулируют уже все штаммы, известные в мире. Мгм. Вакцину можно спокойно получить. То есть сейчас ходят слухи, что опять нету спутника. Это не слухи, это действительно так, мы откровенно про это говорим. К сожалению, значит, вакцина поступает в регион только в рамках выпуска в гражданский оборот по стране. Есть некий рейтинг, каким регионам отправляют в первую очередь. Это первое, что учитывается, это рост заболеваемости, а второй – темп вакцинации. Если буквально месяц назад мы были на уровне отличников, мы были первые по стране, нам достаточно активно посылали вакцину, то сейчас темпом мы снизились, мы сегодня уже в рамках 20-25 там от недели к неделе, и, конечно, вакцина поступает нам не так активно. Но буквально вчера поступило нам 15 тысяч доз спутника Лайт, впервые, наверное, в эти дни в нашу республику, до этого у нас такой вакцины не было. Поэтому, если есть желание вакцинироваться, пожалуйста, записывайтесь в лист ожидания на госуслугах либо через регистратуру, либо непосредственно у своего врача. И как только поступит вакцина, мы вас обязательно пригласим. Мгм. Ну, знаете, в начале в начале эпидемии все следили очень за тем, сколько больных, сколько случаев. Сейчас уже мало кого это шокирует, и, в принципе, коронавирус стал нормой жизни, повседневностью. Насколько вот сейчас вообще ситуация сложная, да, с точки зрения медика, и стоит ли расслабляться? Однозначно расслабляться не стоит, ковид никуда не ушел. Я понимаю, что это бесконечная цифра о количестве пациентов, либо проходит тестирование, уже приелась, скажем так, нашему населению. Но, тем не менее, я считаю, что информировать мы об этом должны. Люди привыкли к брифингу, они ждут этих цифр, да, все равно, особенно старшее наше поколение. Сегодня, к сожалению, ситуация по Якутии, она более чем нестабильна. То есть, если буквально 2 недели назад у нас было 90 случаев, то сегодня это уже 146, буквально в выходные это было 160. То есть цифра постоянно растет. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы буквально вчера прилетели с Мирного, где тоже Ольга Валерьевна давала такие установки, и под руководством Александра Сергеевича проведен был штаб. И мы видели как раз, что вот это послабление всех мер, которые требуются по указу главы, они приводят к резкому росту. А понимая, что сейчас такой пик отпусков, высокой миграции среди, в том числе самого региона и за пределы нашей республики, очень много людей приезжает и уже приносит заболевания и, соответственно, распространяет. Вот случай по Быю, например, когда один человек приехал и заразил весь самолет, 45 человек контактных. Это вот как раз говорит о том, что ни в коем случае нельзя игнорировать те правила, которые прописаны. Мгм. Насколько мне известно, в Якутии за прививку обещали ценный приз. Расскажите, пожалуйста, про эту акцию, кто стал первым счастливчиком. Эта акция не относится к медицине, эту акцию проводит Фонд будущих поколений. Инициатива действительно шла от оперативного штаба, поддержана была Александром Сергеевичем. Проводится она уже практически месяц. Мы, единственное, чем мы привлекаемся в этом, и мы подтверждаем, человек вакцинирован ли действительно. У нас есть федеральный портал, который мы видим, и каждого человека сегодня отслеживаем. И сейчас пока идут мелкие призы, то есть это смартфоны, какие-то бытовые, призы. Но 31 августа будет итоговый розыгрыш, и там приз автомобиля, я думаю, более чем достойно, и участников на самом деле очень много. А для этого нужно просто привиться или для этого нужно там вот где-то зарегистрироваться? Для этого нужно пройти полностью вакцинацию, да, и зарегистрироваться на акции, можно на портале Фонда будущих поколений. Можно, не надо в Минздраве ничего подтверждать, в поликлинике не надо брать справку. Мы сами с QR-кодом просто проверят на акции,
а мы уже подтвердим эту информацию через портал. То есть, ну, опять же, если я привелась еще до начала акции, я все равно могу пойти, Конечно, абсолютно. зарегистрироваться и участвовать в Участвуют розыгрыше все с автомобиля. прошлого сентября, то есть то в сентябре мы начали эту акцию по республике, то есть практически вот за период года любой человек может принять участие. А как вы считаете, будет ли еще одна волна коронавируса? Потому что вот в осенне-весенний период, во время сезонных ОРВИ, количество людей с подозрением на коронавирус обычно растет. Однозначно будет. Мы понимаем, что у нас уже третье, пятое, возможно, десятое будет, если мы будем точно так же не соблюдать все меры, которые нам сегодня приписаны. Мы ожидаем всплеск и подъем как раз в осенний период, когда у нас, еще раз повторюсь, начнут люди возвращаться с отпусков, это обычно где-то к середине августа, и как раз 1 сентября, когда люди начнут выходить активно на работу, дети пойдут в школу, в сады, начнутся формироваться новые коллективные иммунитеты, вспышка однозначная. Поэтому для нас, как для медиков, сегодня вакцинация – это самый главный рычаг, чтобы не допустить высокого подъема. И нам на горячую линию пришел вопрос из Нерингри. Постарайтесь опубликовать животрепещущий вопрос для Нерингри и поселка Серебряный Бор. Это СОС, когда у нас в поликлиниках будет порядок, нет терапевтов, невозможно дозвониться в регистратуру поликлиники города Нерингри. Поселок Серебряный Бор вообще без врачей. Куда еще обращаться? Ну, я думаю, что без врачей такого нет у нас однозначно. Сегодня там в Нерингринском районе достаточно высокая гуманитарность. Бывают, значит, перебежки, когда, сейчас еще раз повторю, отпускной период для медиков в том числе. И вы мне передайте, пожалуйста, контакты, я уточнюсь конкретно по Серебряному Бору, по ситуации сегодня. Что касается, значит, линии Нерингринской регистратуры, мы тоже посмотрим и порядок наведем. В любом случае, всегда по любым вопросам можно обращаться на горячую линию Министерства здравоохранения. Вот еще такой вопрос. Здравствуйте, как быть, если в связи с пандемией закрыты стационары, а мне требуется операция по гинекологии? Стационары не закрыты. Стационары, еще раз подчеркну, работают с прошлого августа. На плановую медицинскую помощь просто идет отсроченная госпитализация, поскольку мы намеренно по правилам санитарного надзора сокращаем количество пребывающих в палатах. И если раньше, к примеру, это было 2, 4, 6 человек в палате, то сейчас на 50% меньше. Точно так же, как заполняемость любого кинотеатра либо театра. Поэтому, к сожалению, плановая помощь, она отсрочена, но ни в коем случае стационары не закрыты. Хорошо. Еще один вопрос из Нерингри. Опять жалоба на то, что невозможно дозвониться в регистратуру. Телефоны мы обязательно передадим нашей гости. Но вот жалобы на то, что невозможно дозвониться, где многоканальный колл-центр, везде занято, невозможно ребенка записать в поликлинику. Да, но все-таки хотелось бы, чтобы люди были тоже немножко терпимее, да, и иногда люди, сколько по времени, мы специально засекаем, мы проводим такой мониторинг, сколько по времени ожидания, значит, в регистратуру либо в колл-центр занимает. И вот своему, наверное, ну, не знаю, своей радости скажу, немного больше, чем дозвониться в любой Сбербанк, либо на любую горячую линию по какому-то коммунальному вопросу. В Якутии продолжают бушевать пожары. Сегодня ситуация очень сложная. Вот что делать тем, кто плохо себя чувствует? Усилены ли бригады скорых для тех, кто пострадал от дыма? Да, если мы по ковиду находимся в пред-ЧС, то по пожарам как раз мы находимся в ситуации ЧС. Естественно, у нас нарощены мощности и скорой медицинской помощи, и амбулаторные службы. Если есть какие-то признаки, значит, плохого самочувствия, вы можете вызвать либо врача на дом, либо, если это, там, допустим, какая-то экстренная ситуация, там, нарушение дыхания, заболело сердце, то обязательно скорую медицинскую помощь. Но хочу сказать, что мы тоже ежедневно мониторируем обращения по всей республике. И, например, вот на сегодняшнюю дату обращений было всего 23, хотя, вот, допустим, неделю назад это было 100 обращений. Из 23 это 6 дети, и всего 2 человек госпитализированы. В основном это амбулаторная помощь. Телемедицина – это то, зачем сейчас будущее. В Якутии, в самом огромном по площади регионе нашей страны, конечно, это развитие этой отрасли очень важно. Вот расскажите, какие проекты есть по внедрению телемедицины? Телемедицина нашей республики давно, но вот такой стартовый рывок она получила как раз-таки в ковидную ситуацию, как тоже лучшая практика, можно говорить, потому что, у нас стартовал такой проект, как облачная поликлиника, где сегодня зарегистрировано 700 врачей, они могут провести консультацию врач-пациент, и за год мы стартовали ровно год назад, 1 июня,
проведено уже 22 тысячи консультаций, в том числе 3 тысячи – это консультации непосредственно людей, находящихся на самоизоляции. Это более 2000 консультаций с федеральными центрами. Это возможность, вот сейчас, допустим, очень интересный, есть у нас Центральный архив медицинских исследований, когда рентген-снимки можно передавать на экспертное мнение. Это возможность сегодня получения результатов анализов, да, непосредственно в карту пациента, либо вам приходит СМС вот по ковиду, да, кто сейчас в последнее время сдавал ПЦР. То есть, конечно, телемедицинские технологии для нас очень важны. Мы очень много уделяем этому время. Мы готовим все медицинские организации для того, чтобы у нас интернет был от фельдшерского акушерского пункта до федеральной клиники. Мгм. Вот еще одно сообщение на горячую линию из Нюрбы. Ковидное отделение в Нюрбе открыто только на 30 коек. Мест не хватает, количество заболевших растет. Количество мест мы регулируем тоже ежедневно. Для этого и создан у нас оперативный штаб, как при Минздраве, так и при правительстве республики. Как только увеличивается количество пациентов, мы действительно увеличиваем коечный фонд. Приведу пример. Неделю назад это было 1473 койки. На сегодня, вот сегодняшнюю дату, это уже 1639 коек. Койки, к сожалению, растут. Напомню, что в прошлом году в пик подъема в осенний у нас доходило до 3074 коек. Мы, еще раз повторю, у нас сегодня есть ресурсы, и мы мониторируем этот формат для того, чтобы коечного фонда у нас по республике хватало всем пациентам. Мгм. То есть по мере Да. увеличения Да, количества увеличение больных заболеваемости, да, мы увеличивается получим коечный количество фонд. коек. Да? Я хочу напомнить, что у нас выпуск сегодня подготовлен при помощи коллег из Центра управления регионом. Мы отобрали самые актуальные вопросы по теме здравоохранения для нашей гости. Статистика гласит, что в Якутии большое количество онкозаболеваний и людей, страдающих болезнями сердца. Именно поэтому было принято решение о строительстве онкодиспансера, кардиодиспансера. Вот расскажите, пожалуйста, когда нам ждать открытия этих долгожданных объектов? Да, проекты действительно долгожданные, проекты, о которых говорили практически 10 лет. И вот благодаря Александру Сергеевичу, новой команде правительства, удалось реализовать эту мечту многих медиков, в первую очередь населения. Кардиодиспансер мы планируем ввести уже строительный формат к концу этого года, декабрь 2021. Надеемся, что после мероприятия лицензирования, проведения различных манипуляций, в начале первого квартала 2022 мы уже начнем принимать первых пациентов. Что касается онкодиспансера, то он по проекту будет вводиться в 2023 году. Но мы сейчас идем с опережающими темпами и надеемся, что как минимум на полгода мы ускоримся по вводу в эксплуатацию этого важного здания, помещения, медицинской организации для нашего населения. Что же касается смертности, я не скажу, что наш регион с большим количеством кардио- и онкозаболеваемости. Мы, в принципе, по стране в достаточно хороших цифрах по статистике, но то, что это очень важные факторы, которые влияют на смертность, это однозначно. Расскажите о проекте «Бережливая поликлиника». Как проходит его реализация и насколько он себя оправдывает? Лин-технологии мы начали внедрять еще в 2018 году. Практически все медицинские организации у нас поэтапно входят в эту систему. И для пациентов это в первую очередь изменение облика поликлиники. Это открытые регистратуры, да, фронт-офисы, бэк-офисы. Да, то мы смотрим конкретно хронометраж, что у нас изменилось и ускорилось количество записей, допустим, пациенту, то есть время ожидания, у врача, допустим, при кабинете, у нас изменилось время ожидания выдачи лабораторных анализов, либо диагностических исследований, в том числе по онкобольным. К примеру, если, допустим, 2 года назад онкобольной тратил до 6 месяцев для того, чтобы пройти какие-то диагностические процедуры и записаться в онкодиспансер, то сегодня мы основные параметры в течение месяца укладываемся. И это все благодаря тем брендам новых бережливых технологий, которые сегодня на нашей территории республики внедряются. Вот еще на WhatsApp номер пришел вопрос. Пожалуйста, ответьте, почему надо заранее записываться к врачу? Откуда я знаю, что я заболею через неделю или через месяц? Сейчас хотела на прием к эндокринологу записаться, а записи нет. Мы говорим как раз о записи по электронной очереди, либо через какие-то порталы, о плановом посещении врача. То есть, например, вы страдаете сахарным диабетом, стоите на диспансерном учете и знаете, что вам через месяц надо прийти, к примеру, за
корректировкой вашего сахара, либо там за корректировкой лечения. Вот эта плановая запись, она и дает возможность запланировать свой поход к врачу. Если же у вас какая-то экстренная ситуация, ну, условно заболел зуб, там схватило живот, заболел глаз, то, естественно, здесь принимают уже день в день или до 3 суток у нас положено. Еще один вопрос. Почему анализы на ПЦР такие дорогие? Кто устанавливает на них цены? И можно ли где-то сдать этот анализ бесплатно? Бесплатно можно сдать только по строгим медицинским показаниям. То есть это и есть наличие контакта и есть клинические проявления. То есть мы знаем, что эта клиника однозначно связана с ковидом. Либо если вы уже подтверждены по ковидному, значит, диагнозу, проводите динамическое наблюдение по высеиванию этого, значит, вируса. Все остальное это платно. Платную цену устанавливают медицинские организации, как обычно, по маркетингу. Туда вкладываются все затраты, которые сегодня несут та или иная медицинская организация. Есть также вопрос по обеспечению бесплатными лекарствами инвалидов. Как вот сейчас налажена эта работа? Значит, сегодня есть 2 постановления, федеральное и, значит, региональное. Вопрос очень болезненный тут в отношении того, что, значит, у нас есть жесткий перечень и список лекарственных препаратов, которые мы обязаны давать. К сожалению, сегодня в рамках закона по лекарственным средствам мы объявляем торги только по международному наименованию, так называемому МНН. Пациенты же привыкли получать какой-то препарат, который они пьют там 10-20 лет по торговому наименованию. Бывает, что отказываются, бывает, что лекарств нет, потому что закончились финансовые средства. Но тем не менее на каждой поправке бюджета депутаты нас поддерживают, и правительство поддерживает, дополнительные средства выделяет. Как только выделяется, мы сразу закупаем лекпрепараты. Ну вот в связи с тем вопросом, что врачей не хватает в Нерюнгри, вообще насколько медицинские учреждения испытывают кадровый голод? Вообще, ну вот, есть ли эта проблема у вас в отрасли или все нормально? Нет, проблема есть, она большая проблема, и это всегда идет красной чертой, и в том числе по всем нашим национальным проектам, и по здравоохранению, и по модернизации. И сегодня очень много для этого проводится, в том числе по земскому доктору. Благодаря выступлению Александра Сергеевича в 2019 году на Госсовете мы увеличили финансирование до 2 миллионов для врачей, да? Но, тем не менее, проблема эта имеет место быть. Очень сложно закрепить, значит, молодого специалиста на местах. Сейчас мы отрабатываем с муниципальным образованием. Буквально на прошлой неделе тоже на уровне Тарасенко Андрея Владимировича проводилось совещание, какие меры и какие социальные лифты можно еще предоставить нашим медицинским работникам. Но вот текучесть кадров, она имеет место быть, поэтому максимальные силы, которые возможны, мы принимаем. Буквально, значит, с Министерством образования совместно в прошлом году отработали большое количество целевых мест, порядка 400, в том числе в центровузах нашей России, страны, где могут наши врачи обучаться. То есть все возможное, какие проблемы в каком районе, сегодня Министерство здравоохранения знает, мониторирует и по возможности старается направлять именно туда специалистов. Но земский доктор, это насколько я знаю, это программа, направленная на районных врачей, муниципальных. А есть ли какая-то отдельная программа для арктических районов? Конкретно для арктических нет. Значит, на сегодняшний день уровень, значит, мы за прошлый год отправили 198 врачей, 76 фельдшеров в арктическую зону. В принципе, коллеги достаточно хорошо выезжают. Значит, существует программа Минстроя по обеспечению жильем лиц, которые, значит, отработали 5 лет в арктической зоне. Значит, какие-либо другие преференции, которые мы сегодня предлагаем, в частности, там, ну, сокращение времени пенсии и так далее, то есть какие-то социальные льготы, мы сегодня тоже обсуждаем на уровне Министерства Российской Федерации для того, чтобы, ну, какие-то были, ну, более, скажем так, весомые доводы работать именно в Арктике. Сегодня мы, помимо этого, обсуждаем вопрос жилищный, и вот как раз в Нерюнгри, где как поднимали вопрос по отсутствию кадров, планируем новый проект совместно также с Минстроем, с Нерюнгринским районом по застройке квартала, где будет предоставлено целый дом под медицинское жилье. Все мы прекрасно понимаем, что взять и отремонтировать все объекты разом это невозможно. Поэтому якутяне терпеливо ждут, в каких районах пациенты зайдут в здание с свежим ремонтом уже в этом году и какие в планах еще.
Ну, вы знаете, что в этом году стартовала программа модернизации, которая нацелена как раз на первичное звено. У нас 12 объектов уже ремонтируются в этом году, 12 планируется в следующем. И, в принципе, вот до 2024 года мы планируем, ну, порядка 100 с лишним объектов, значит, облагородить, привести в соответствующий красивый, в том числе по линтехнологиям, вид. Ну, для примера приведу, допустим, в этом году это уже сегодня это Алданский, это Вилюйский, это два объекта в Чульмане в Нерюнгри, значит, это Усялданский. То есть объекты однозначно ремонтируются, но, ну, надо сказать, больше. Впервые в истории, наверное, нашей республики за последние, не знаю, лет 30, а может и даже больше, у нас будут строиться не только вот такие замечательные центры, как кардионка, но и 5 объектов центральных районных больниц в наших 5 районах. Это тоже большая радость. Ну и напоследок приятный вопрос. В начале лета наши якутские медики вошли в число победителей Всероссийской конкурсной программы «Здоровье нации 2021». Расскажите, какой проект они представляли и кого хотели особо отметить из медиков, которые трудятся, как говорится, в полях. Но вот сейчас есть такая возможность. Да, мы действительно горды. В прошлом году мы стали значит, лауреатами, в этом году взяли первое место. И надо поблагодарить в первую очередь этот Центр общественного здоровья, который начал функционировать только в этом году, да, и он как раз занимается профилактикой, направлением профилактического здравоохранения. На экране как раз видно Алену Михайловну Никитину. И это Якутская городская больница номер 3, которые вот представляли свой замечательный проект. Это регистратура без врача, да, без значит, привлечения человеческого фактора. Очень замечательный и интересный проект, и он сегодня очень одобрен Российской Федерацией, очень понравилось коллегам. Мы представляли мониторинг, который сегодня делается в Мирном и в Нерюнгри по передаче данных, значит, артериального давления непосредственно к врачу. Мы представляли какие-то форматы телемедицинских технологий и вот сбережения лин-технологий. И я вам с гордостью скажу, что не только мы в этом году эту лидерскую большую награду взяли, но и мы очень горды, что получили у нашей генетики значит, награду «Верность», одну из самых значимых в здравоохранении страны. Спасибо вам большое за интересный разговор и за вашу работу. Все мы прекрасно понимаем, насколько серьезная и ответственная работа у наших медиков. Спасать жизни, помогать всем, кому требуется помощь – это тяжелый, тернистый путь, но при этом полный искренней благодарности пациентов. Пускай все сложности принесут только колоссальный опыт и подарят знания во благо всех якутян. Все мы очень верим в то, что уже совсем скоро сможем вернуться к привычному ритму жизни и справимся с коронавирусом. Ну а пока наша задача – это помогать медикам выполнять все их рекомендации. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.